Таван Осхагал. Таван Осхагал. Ыры хотельне булдар Чувашия нацради венеференже шаксамантра Таван Осхагал каларами пениберсерембе хамаран халыхын терле енебе тепленрех палашма булдарат бар. Паян бир халичен негажанта шеклемени ту тавра галажат бар. Бир паян сирембеле Чувашсем мусульман дене ежинны берги, тудара духны Чувашсем берги. Тудара духны дене жухне бер ислам денебе бурнаган Чувашсем берги тезе калат паранде тюре халындар захварар. Шак ыйдузыне бир тепленрех ужемлатма тырыжы бар. Кун берги теплен галамада ансадах мар бульмен жендезесін ку ыйдузыне ытлашы тепчеменде ытлашы азархаманда анжақта вал пирен халық пурны жен уерза илейми паемын берге немедледе каламазыр тыма жукка жаплашкеха. Еншінде бір иртнегаларымсыне азлеп бір болсанда пирен халық историенже мусульман тенен ері вал пиде пызык пулны балырать омлы гышлы виже батшалықра вал пирен халық пател булны жак тен палық вал хайын ерізіне хвармазыр пулдарайман. Анжақта ибір омбек авалық акаймы бір халгенже ибір нумай булмач пулза иртне процессен берге галажы бір көйдузіне ужимлатсма бары перебаян история слухесен тухтыре профессор Шаванбегех Самарты социало-педагогика университетен история философия тенче культурин теория тогда искусство кафедрин ердюжи Екатерина Андреевна Ягафова буля. Волчанбегех Чуваш республикин тогда самароблыжень тавадевишле осталых эщене. Екатерина Андреевна ырыгун булдар. Ырыгун. Аландар запар гамана таргашын аштан изир тудара тухны Чувашсыне мусульман денебе пурынаган Чувашсыне шыраза тупса вазене ушкан лама тада вазен ел ергизне тепчеме булдардыр. Вылман пуща пырзада гырыс шугунашкал шухыштесле хрень мажут папирень радиотлегенземде унашкал Чувашсен пуррине пельмеще де буля анжақта эзер балыртна дырых серенешсенже пахас ползан вазен пирень аванах ешла. Тада шырытла жул шакта радицизмбе тенитларах та пурынаще. Вот калызыгдардыр хашак история дыргашын енченчиш анзатрах пузан выросла дагазы бама пулдаратыр. Пите казаклы пыльме. Интерес появился, когда я изучала самарских чувашей, этноконфессиональные процессы. Исламизация шла там очень активно, и в первую очередь среди некрещенных чувашей. И об этом писали чуть ли не в каждом отчете священники и публиковали в отчетах самарских епархиальных ведомостях. Вот, собственно, с этого начался интерес. И уже потом при изучении других тем, других вопросов я оказалась непосредственно в экспедиции вот в тех селах, где эти процессы шли. Вот, и пройти мимо этой темы было просто уже невозможно, тем более объяснить некоторые особенности обрядности, например, да, невозможно, если не углубляться в историю там, отдельных семей, которые прошли через это. Да, даже если они сегодня исповедуют традиционную веру или они христиане даже, православные, но если семья прошла, родственная группа прошла там на каком-то этапе, например, в начале 20 века или чуть позже, через вот эти все изменения, да, в конфессиональной принадлежности, то это, конечно, отражалось. Это имена, это обряды, особенно вот как раз погребальные обряды, поминальные обряды, конечно, соблюдение традиционных ритуалов, участие или неучастие, опять-таки вопрос. Все это так или иначе появлялось по ходу моих занятий чувашской этнографии. И вот, в конце концов, это вылилось уже в отдельный проект по изучению этноконфессиональных меньшинств, и в том числе вот чувашей и мусульман. Это действительно меньшинство. Даже сложно сказать, сколько, потому что по своей принадлежности они вот немножко в другой категории, нежели даже некрещенные. То есть по самосознанию они могут быть вполне себе так, чувашами православными даже, но при этом иметь следы вот этой вот религиозной культуры. Вот. Или там они могут принадлежать вот к этому меньшинству, другому язычеству, но при этом сохранять, опять-таки, следы ислама в культуре. Или они могут принадлежать категории мусульман, но при этом особо не акцентировать на этом внимание, вместе со всеми некрещенными исполнять традиционные обряды, вот как в том же Старом Суркино, о котором мы до этого говорили. Там есть несколько семей, у которых, кстати, отдельное мусульманское кладбище, но при этом они во всех ритуалах участвуют. Ну, есть, конечно, особенности их поведения, да, опять-таки обращение к муллам, да, в определенные ситуации. Они, естественно, особенно когда стоит вопрос погребения покойного, то здесь вот роль как раз мусульманских священнослужителей, она очевидна. Но это, опять-таки, это очень разные группы, сохраняющие в разной степени и мусульманские элементы в культуре, в религиозной культуре,
разные по степени самосознания, или же я встречалась с потомками вот тех вот чувашей-мусульман, принявших ислам где-то на рубеже 19-20 или там в начале 20-го, ну, примерно так до 20-х годов этот процесс продолжался. При этом они себя уже по самосознанию относят к татарам, и даже зафиксированы в разных документах, но продолжают пребывать в лоне, скажем, чувашской культуры в какой-то степени. Они говорят на чувашском, они живут в чувашских селах. И даже был такой пример Артемьевка, бывший Булан-Тамак, в Абдулинском районе Оренбургской области, где как раз фольклорные традиции сохраняют как раз потомки вот чувашей-мусульман. И, точнее, они себя уже и татарами считают и живут на такой так называемой татарской улице. Опять-таки, вот это сочетание этнического самосознания, религиозного самосознания, сохранность элементов чувашской культуры, погружение в исламскую культуру, оно очень разное. Поэтому это очень неоднородное, скажем так, население сегодня, и посчитать его никоим образом невозможно. Можно только сказать, что да, существуют соответствующие элементы культуры, соответствующие группы, которые когда-то были связаны с этими процессами исламизации. Так, Екатерина Андреевна, если я вас сейчас правильно понял, то для чувашей мусульман прежде всего характерна какая-то татарская составляющая в языке или в самосознании и так далее, и так далее. То есть, в принципе, можем рассматривать, наверное, чувашей мусульман как остатки вот того процесса, который происходил в те времена, в те века, то есть какая-то исламизация чувашского населения, татаризация, не совсем татаризация, наверное, но в какой-то степени, по сути, у нас и так вот закамские, приуральские, прибельские, приикские группы, они и так повсеместно владеют как бы и татарским, и чувашским языком, да, у них вот такое двуязычие достаточно распространено. То есть в данном случае ислам, а почему так получилось, что они не до конца татарились, например, или там наоборот? Разумеется, да, это результат контактов, потому что исламизация шла через непосредственное общение чувашей с татарами, соседями. Чаще это вот соседнее село было. Контакты разного плана, по хозяйственным вопросам, например, очень часто они возникали. Нередко чуваши обращались за помощью, например, к татарам, там, например, неурожайные годы, может быть, за зерном, там, за какими-то другими средствами, да. Вот. И вот такая модель, она очень распространена была, когда татары поддерживали, но взамен как бы даже не столько просили, сколько даже требовали, что они примут религию. Такие истории нам рассказывали в Башкирии, в частности. И даже несколько таких любопытных моментов, что когда эксперимент не удался, да, на следующий год опять урожай был плохой, то вот чувашский крестьянин решил, что он неправильное решение принял и вернулся в свою религию. Это как бы можно потом, да. Ой, интересно. Но причины, естественно, вот помимо производственных, да, конечно, вот кризис язычества, о котором тоже можно очень долго говорить, и неконкурентность, скажем так, традиционных верований в ситуации контактов, да, с мировыми религиями, когда некрещенные, да, вынуждены были, наверное, в силу там разных причин выбирать быть православными, быть мусульманами. Вот. Исламская религия была привлекательна, наверное, тем, что она была более понятна, и более того, что она не была столь насильственна в большинстве случаев, как это было с православием. Потому что, точнее, распространение православия тогда это было частью государственной политики христианизации. В то время как ислам, он приходил вот через эти личные бытовые контакты. И это казалось не настолько таким вот напряженным, насильственным моментом для чувашской деревни. Все как бы полюбовно происходило, хотя при этом такие вот категоричные формы взаимодействия тоже встречались. То есть, когда требовали, да, ты примешь веру, тогда я тебе там сужу деньгами или еще чем-то. Интересно. В данном случае, в принципе, можно подумать о том, мы уже обговорили, что как бы предки чувашского народа так или иначе с мусульманской религией тесно контактировали, последовательно сменявших друг друга 3 мусульманских государств, условно говоря, и Волжская Болгария как бы представляла из себя какой-то исламский центр, и Золотая Орда во второй половине своего существования, Казанское ханство, где целых 6 веков, когда народ так или иначе тесно контактировал. Наверное, это и было понятнее намного, не только в полюбовном плане, но еще и в том, что так или иначе... более
более знакомая религия, да, возможно и так, но мы говорим о процессах уже более поздних, да, это 18 век, особенно вот 19-й, волны были такие, там 60-е годы, например, 80-е годы, то есть исламизация шла волнами, потом конец 19-го, особенно вот 1905 год, когда были послабления в этой сфере, и, соответственно, десятки чувашей, которые уже по факту исповедовали ислам, даже ходили в мечети вместе с татарами, они написали прошение в Духовное управление мусульман об официальном переходе в ислам. Вот этот процесс, он более-менее еще описывается, то есть по разным источникам его можно как-то объяснить, описать, охарактеризовать. А что происходило в более ранние периоды истории, конечно, очень сложно. Возможно, что как раз те модели исламизации, которые мы наблюдаем уже вот обозримый, да, период истории, они нам могут подсказать, как могла происходить исламизация, могло происходить отатаривание части чувашей в более ранней эпохе. Изир обозначили определенные временные рамки, то есть началось в XVIII веке. А с чем это связано? Почему волны тогда начинаются? Ну, это вот как раз вопрос выбора веры, да, христианизация, она же усиливается в этот период, особенно в 40-е годы XVIII века, точнее, даже с 30-х годов, с основания новокрещенской конторы, которая поставила себе целью массовую христианизацию всех народов Поволжья. Да? То есть эти процессы были не только для чуваш характерны в плане исламизации? Конечно. Это был, наверное, единый для наших поволжских народов процесс, и марийцев, и удмуртов. Их крестили сотнями, десятками и сотнями тысяч официально вот в 40-е годы XVIII века, но это скорее такая формальная христианизация, которая не поменяла основ религии, основ религиозного самосознания. Они продолжали исповедовать. Но XVIII век, он связан тоже с колебаниями в религиозной политике от нетерпимости к веротерпимости уже при Екатерине II, да, и это тоже определенным образом сказалось. То есть те группы чувашей, которые уже на тот момент сблизились, да, с татарами, которые уже интегрировались вот в эту мусульманскую среду, постепенно они получили возможность где-то официально заявлять, да, на каком-то этапе, что они никогда не исповедовали православие, а вот из традиционной религии, из язычества перешли в ислам. В этом случае как бы препятствий особо не чинилось. Проблемы начинались тогда, когда они по каким-то документам проходили крещенными, да, то есть их уже успели окрестить, но при этом они сохраняли традиционную веру. Вот отступничество как таковое, оно не разрешало. Здесь и государство, и церковь действовали достаточно жестко. То есть эти явления, это было очень сложно для чувашского народа в данном случае, не только для чувашского, и для марийского и удмуртского, в том числе просто принять ислам, если их уже окрестили, а крещение тогда было массовым. То есть в какой-то степени мы можем говорить о том, что вот это вот крещение в той или иной мере сохранило очень большую часть народов именно от исламизации и дальнейшего перехода в татары, получается. Да, это было препятствием, конечно же, потому что если они оставались официально крещенными, то, соответственно, к ним предъявлялись все требования, да, то есть они должны посещать храм, они должны заказывать требы и так далее. Ну, соответственно, они приписаны к приходу, и за этим следит соответствующее лицо, да, священнослужитель. И, ну, репрессивные меры я здесь прям вот не буду говорить, хотя были такие, вплоть до ссылки, да, в Сибирь. Такие примеры тоже известны, но такая целенаправленная политика где-то миссионерского характера, пропагандистского такого, где-то, естественно, связанного с определенными льготами, это тоже известные факты, да, а где-то вот уже в конце XIX века через просвещение, то есть создание условий для приобщения грамотности. Для чувашского народа, как известно, это был такой серьезный шаг как раз по пути модернизации культуры, и чуваши это восприняли, соответственно, путь в православие был открыт, и большинство как раз восприняло по факту, да, осознанно православие именно в этот период.
Но другая часть, которая, собственно, опять-таки стояла перед выбором веры, она вот предпочла ислам, потому что уже степень интегрированности вот в эту мусульманскую среду, она была высокой. Это проявлялось в том, что уже в быт вошел татарский язык, да, к примеру. Последовательность такая описывалась, что все начинается сначала вот с этого контакта, общения с татарами, потом в семью чувашскую входит татарский язык, потом, значит, мужчины начинают там сбривать волосы, да, и носить тюбетейку, а женщины, соответственно, татарские платки надевают. Вот, то есть это проявляется во внешнем облике, а потом это все уже превращается вот в эту единую, да, мусульманскую как бы религию вместе с образом жизни. То есть сначала происходит некая языковая ассимиляция, далее мы видим восприятие бытовых особенностей, и дальше уже полное религиозное приобщение. Осмысленные отношения, да, при том, что, конечно, ритуальные практики, они с самого начала сопровождали, потому что иначе как их назвать мусульманами, да. Тоже мне интересно. А насколько масштабно это все происходило, если это началось в XVIII веке, то есть этот процесс шел в XVIII, XIX, даже XX веке, вначале вы говорите, с почти 2,5 века, условно говоря, можно говорить. Не настолько уж масштабно, это мы сейчас действительно прослеживаем на протяжении столетий нескольких, да. На самом деле речь идет о единичных селениях и даже не обо всех жителях этих селений. Это, конечно, уезды, я бы сказала, даже все, наверное, основные уезды компактного проживания Чувашии. Это и Симбирский уезд, это и Казанская губерния, в частности, Тетюшский уезд, Спасский, Чистопольский уезды, это Самарская губерния, наша Бугульминский, Бугурусланский уезды, это Уфимская губерния тоже. То есть практически все основные ареалы в Урало-Поволжье были задействованы. Но это единичные селения. Вот как раз здесь, что интересно, география язычества, скажем так, география проживания некрещенных чувашей, ареалы проживания некрещенных чувашей, они совпадают с ареалами исламизации. То есть переход совершали именно некрещенные чуваши? Да, в большей степени, опять-таки возвращаясь к теме мировоззренческого кризиса, да, там, где сложно было определяться, делали выбор в пользу именно ислама. Наверное, в разных территориях этот процесс, он шел неоднородно. То есть где-то влияние татарского языка и в данном случае мусульманской религии, оно было сильнее, где-то оно было, наверное, послабее. А как-то это проявилось статистически, может быть? Да, здесь опять-таки сложно посчитать, потому что можно по тем прошениям, которые подавали, да, по миграционным процессам, потому что, например, из Пензенской губернии там десятки семей уехали в ту же Турцию, да, это известная история, Стамбул, да. Да. Потом где-то порядка 100 человек из общин Рысайкина и Староганькина подавали прошение. В том же Старомафонькино было несколько семей, сейчас я точную цифру даже не скажу вам, но это было менее десятка семей, которые тоже поддались, как обычно в источниках пишут, на уговоры некоего Василия Ишмакаева. Он был таким пропагандистом ислама, первым, кто принял ислам и распространял его среди односельчан. Вазинге даже его так зовут. Кстати, я нашла его могилу на кладбище Афонькинском. Там так написано Ишмакаев. Это масштаб, наверное, отдельных семей, отдельных групп семей. Это, по сути, да, территория современных, где сегодня обитают потомки мусульман, если мы так будем говорить. Это в Самарской области, в тех же селах, где живут некрещенные крупные общины. В Татарстане процесс этот наблюдался в том же Старом Суркино, как я уже говорила, еще в нескольких селениях современного Ногладского района, в частности, Салдакаева фигурирует в отчетах, например, епархиальных священников. В Уфимской губернии очень активно шел процесс. Что интересно, там, наверное, немножко другая история, история именно соседства. Как я уже говорила, да, башкирские чуваши сохраняли традиционные элементы религиозной культуры, несмотря на официальную свою принадлежность к православию. То есть такое язычество, это долго языческий православный синкретизм. И там даже официально
официально принявшие православие переходили в ислам как раз как следствие, наверное, контактов, активных контактов с мусульманами, в основном татарами, но не только, и башкиры, соответственно, тоже оказывались в близком окружении. Вот. И таких очагов там много, причем многие из них отселялись от своих там православных соплеменников и основывали маленькие поселки. Ну, вот Ноябревка, в частности, по-моему, в Гафурийском районе, один из таких ярких примеров. Ибрайкино в Бишбулякском районе, вот тоже как один из примеров. И вот эта изоляция позволяла им, конечно, воспроизводить уже собственную модель культуры. Они общались более тесно с татарами окружающих селений, уже меньше контактов с чувашскими родственниками, да, в прошлом. Вот. И это превращало их, даже вот как вот ибрайкинцев, они себя называют татарами, то есть по самосознанию, при том, что сохраняли, на тот момент, когда я, конечно, с ними общалась, они сохраняли чувашский язык, говорили прекрасно на нем. Таван Осхагал. Таван Осхагал. Получается, все чувашские мусульманские группы, если они проживают в тесном контакте с некрещенными чувашами или с чувашами православными, свою чувашскую идентичность более-менее сохраняют. А вот те, которые живут сами по себе, которые отделились или он да-да-да, хотя, с другой стороны, вот та же Артемьевка, да, пример немножечко другой, как вы уже указали. Но, тем не менее, те, кто более-менее изолированы, у них, получается, все равно смена этничности, она в той или иной степени произошла. С сохранением чувашских реликтов. Намеренная самоизоляция. Намеренная. То есть осознанно было сделано. Да, конечно. Вот. Ну, примеры совместного проживания, кроме Артемьевки, Зиреклы, например, в Бишбулякском районе, и по сей день там сохраняется вот это разделение на части там некрещенные, православные, а среди некрещенных потом появляются мусульмане. Вот. Поразительно. Ну, вы в самом начале нашей передачи отметили, что степень сохранности чувашского компонента, степень доминирующего мусульманского компонента в разных чувашских мусульманских группах разная. То есть нельзя говорить о том, что есть какая-то большая община чуваш-мусульман, а они все разные. А как это проявляется? Исходя из чего вы делаете выводы о компоненте, например, мусульманства в доминирующем или недоминирующем и так далее? Как это проявляется у них в традициях? Ну, вот это вот как раз в степени, да, сохранности традиционных элементов, степени погружения в мусульманскую культуру, это в том, как идентичность себя ведет, да, религиозное самосознание и этническое. Ну, как вариант, давайте говорить об ибрайкинцах, да, они себя считают татарами, да, но при этом языковое самосознание двойное. Они на татарском и на чувашском говорят, и, в общем-то, чувашский язык им не чужд. Но при этом в религиозном поведении очень своеобразном, как они хоронят. Меня это тоже удивило. Обязательно, конечно, приглашают муллу, но при этом покойного одевают. Стал вопрос однажды, как хоронить, в гробу или без. Пошли на компромисс, что, значит, в гробу, но с открытой крышкой, вот как-то так вот. То есть какое-то, ну, странное, может быть, сочетание, да, но вот эта серединка была найдена. Или можно ли поминать на кладбище, да, по мусульманским нормам женщины не заходят на кладбище, да, вот, и в то же время есть вот семик. Как его игнорировать? То есть они его делают? Они доходят до ограды кладбищенской, не заходя на кладбище, возле ограды садятся и поминают. Ну, такие, по крайней мере, варианты я записывала. Это было, правда, 20 лет назад. Возможно, что сегодня ситуация могла измениться, но сам вариант компромисса, он меня как раз удивил тем, что, с одной стороны, вроде не хотелось им забывать чувашские традиции, а с другой стороны, и не отказываться от мусульманских элементов. То есть в какой-то степени мы можем говорить о том, что сильное усиление исламизации, в том числе, оно было, возможно, прервано вот как раз советским периодом, когда вот этот религиозный вопрос немножечко отпал, да? Да.
Это совершенно верно. Возможно, по-другому бы развивались процессы, и вот мы бы наблюдали, наверное, другое состояние вот этой культуры религиозной, другую идентичность, если бы не прерывался процесс в начале, да, советского периода истории. Ну, это известная политика атеизма, отказа от любой религии, не только этой конкретно. Вот. И поэтому это прерванный процесс для многих групп и в языковом отношении, и в плане формирования идентичности, и в плане формирования религиозной культуры. Это прерванный процесс, но прерванный в том плане, что эти группы не ушли дальше в ислам, но смогли вернуться обратно, либо в лоно язычества, либо в лоно, точнее, не вернуться, конечно, а вот уйти в лоно православия. Такое тоже наблюдалось. То есть с доминирующими чувашскими группами при сохранении с ними связи. Да, совершенно верно. Вот, то есть исламизация была прервана, вот что можно сказать, для многих групп. Или же, если они к тому времени уже процесс дошел, собственно, до формирования религиозного самосознания, этнического самосознания, да, как вот с татарами, то понятно, что в дальнейшем эти группы татаривались. Максимально полностью. Да. Это вот мы наблюдаем, например, в Аксубаевском районе, если я сейчас не ошибаюсь, Малая Сунчелеева, где как раз очень тесные были контакты, общение с татарами, семьи уже межэтнически формировались, и по сей день этот процесс он наблюдается, и фактически там чувашское население исчезло, в плане самосознания. Оно исчезло. Понятно, что оно просто татарилось на тот момент. Они вообще помнят, например, что они еще кто-то там у них был чувашин? Ну, вот я общалась, это было лет, правда, 15 назад, общалась с теми, кто еще в детстве помнит, что их семьи были чувашские. Представьте, да, пожилые люди, они помнили, что в детстве они общались с родителями на чувашском, это была чувашская семья, но вот на их глазах это происходило, процесс отатаривания. Ну, и дальнейший, естественно, путь развития – это браки с татарами, это, собственно, принятие этой исламской татарской культуры, ну и в дальнейшем все. Татары. То есть у этих людей, которые в детстве, получается, владели чувашским языком, сейчас он у них, например, на тот момент, когда вы с ними виделись, они уже помнили чувашский язык? Конечно, они помнили. Я общалась с ними абсолютно на чистом чувашском языке. Вот. И это было очень странно. На самом деле, я испытывала очень странное ощущение, когда я говорю с ними на чувашском, и при этом передо мной сидит человек, который говорит мне: а я татарин. Хайчуваш. Хайчуваш. Чуваш лакалажет. Волчеваш пулма парахна. Парахна. Интересно. Ой, изерщав дерить телень милля процессы не за зажурение Екатерина Андреевна. Вот эзерпалер Трарганде. Это происходило не только с чувашами, с подобными процессами у нас сталкивалось и марийское, и удмуртское население. У них это тоже так же проявляется? Есть ли исследователи вот у наших соседних народов, которые также говорят о переходных группах, может быть, каких-то, или там вот процессы завершены, или также вот есть такие группы, где вот промежуточные? Да, очень похоже развивались процессы. Вот в своих экспедициях мне довелось видеть, например, марийцев по самосознанию, мусульман по религиозному самосознанию, говорящих на татарском языке. Или вот очень интересный такой сюжет с удмуртами, христианами, у которых родной язык татарский. Вот как? Вот опять-таки это застывшие во времени процессы, да, языковой ассимиляции, этнической ассимиляции. Эти истории описаны. Есть исследователи, современные исследователи, работающие в разных академических институтах. Это был целый проект. В 2010 году мы его в 2010 завершили по этноконфессиональным меньшинствам народов Урала и Поволжья. Вышла монография наша совместная, где как раз были описаны процессы исламизации. В основном они шли на территории, кстати, Башкортостана, среди закамских удмуртов, например, и среди марийцев этого региона. И в Татарстане тоже есть примеры. Вот. Среди восточных марийцев тоже в основном такие
процессы наблюдались. Если мы сейчас рассмотрим моменты исламизации чувашского, марийского, удмуртского населения с 18 по 21 век, то здесь, по 20 век, условно говоря, то здесь мы можем выделить несколько прям важных моментов. То есть для наших народов было абсолютное понимание, что исламизация – это прежде всего уход в татары, тудара духны агавитха. Это обязательное сопровождение татарским языком, языковая ассимиляция шла первой очередью. То есть переход на татарский язык сначала происходит, потом уже постепенно полное религиозное слияние денебек. Это получается в какой-то момент происходит полное вытеснение традиционных обрядов, которые были характерны для, например, народа. Вот если даже, к примеру, Сунчалеева. Вот по поводу полного вытеснения могу сказать, что это происходило в соответствии с той степенью допустимости этого вытеснения. Вот как Семик я привела пример. То есть когда население конкретной деревни считало, что они должны и то, и то соблюсти, находили компромиссный какой-то вариант. Если же оно воспринимало эту ситуацию как, отказ неизбежен, и мы должны полностью принимать только исламскую культуру и ничего чувашского не соблюдать, тогда вот вариант полного татаривания. Поэтому есть группы, условно скажем, чуваши и мусульман, они не чуваши, конечно, а уже татары-мусульмане, только их предки когда-то были, чувашами, и где мы не найдем следов практически чувашской религии, А есть вот те группы, которые застыли во времени. Да, афонькинцы, например, несколько семей, они прошли через исламизацию, но при этом вернулись, они активно участвовали, их потомки, я их застала, участвовали вот во всех обрядах. При этом, когда по прошествии нескольких лет я оказалась на кладбище в Афонькино, я увидела могилы этих людей, с кем я общалась, они ориентированы на Мекку. То есть они прям... Они на языческом же кладбище, но ориентация у них другая, нежели у некрещенных. То есть они вот в этом себя проявили. Вот представьте, через десятилетия даже они не исповедовали, естественно, ислам, никуда они не ходили, ни в какие мечети, но при этом вот финальная страница их жизненного пути, она вот так вот проявилась. Поразительно. То есть вообще сложение этносов по Волжье – это такой сложный процесс получается, в особенности, когда дело касается контактных территорий, когда какой-то народ просто в моменте может поменять и язык, и этноконфессиональную принадлежность, притом происходит это достаточно быстро, если я так понимаю. Это зависит от динамики, наверное, социальных, политических процессов, потому что это сопровождающие все эти изменения процесс, смена конфессиональной, этнической идентичности, но не одномоментно, но через поколение. То есть начинается процесс, например, в поколении бабушек, дедушек, вот условно, на уровне уже второго поколения совмещение, полная синкретизация, а третье поколение уже может с другой идентичностью проявиться. Хотя тут такой интересный пример, вот опять-таки Старганькино в Похвестневском районе, село, где тоже происходили процессы исламизации очень давно, и вот про прошение уже я говорила, и оказалось в 21 году в этом селении, и в ходе очередного, скажем, интервью с потомками чувашей и мусульман, обнаружилось, что, конечно, они никакие не чуваши, они себя официально татарами называют, но при этом на чувашском пока еще говорят. Но самое интересное, что, проживая в городе Самара, они ходят на чувашские праздники. Вот что это такое? Опять-таки, официально они татары. В документах, если это фиксируется. По самосознанию они татары, Языковая, опять-таки, личность чуваши. Хотя они владеют татарским, но в общении со мной они вели себя абсолютно как чуваши, говорили абсолютно свободно. То, что им не чуждо, скажем так, чувашская культура в городских условиях, это тоже показатель, какая у них идентичность культурная, Тут очень все сложно, и действительно очень сложно провести какие-либо границы. То есть
В данном случае, если мы сейчас посмотрим на эти группы чувашского, условно говоря, чувашского бренде калама можно как будто бы. Но с другой стороны, ведь если вы сами себя идентифицируете татарами, вроде как их татарами можно назвать. И ведь действительно решает только сам человек, да, в данном случае. Вот санамия. Это все очень-очень разнопланово на уровне каждого отдельного человека или каждого селения или группы. Там. Но самое главное, что мы сегодня с этой передачи смогли понять, то есть какого-то определенного, прям чувашского мусульманского сообщества с полностью чувашской идентичностью, с мусульманской религией у нас нет. Ну, для отдельных, наверное, семей можно сказать. Но какие мусульмане, это уже другой вопрос. Вот в Старом Суркино, я уже сказала, есть несколько семей, которые себя мусульманами считают, но они чуваши же, они участвуют во всех обрядах. И у них отдельное кладбище. Понятно, что хоронят они на своем кладбище. Кто они? На мой взгляд, это чуваши-мусульмане. Ага, то есть с самоидентичностью все. Она, конечно, явно выражена. Я же говорю, что такое идентичность? Это и поведение в том числе, да? А оно тоже немножко размытое. То есть они участвуют в чувашских обрядах, но при этом понимают прекрасно, что поминальные обряды, похоронные обряды, они все равно с элементами, да, ислама будут представлены. То есть в какой-то степени синкретизм. Опять. Да, То конечно, есть без синкретизма перехода не бывает. Определенно точно, что интересно. Но Екатерина Андреевна, педибузактав зире шагамбек пиде интересли, пиде котку с темана ужимлат сабана же, пиде кадардулы в этом был. Шаг я была смешение бахсайбер, кунашкал процесс самели крехмали иртнини, де бельме был дара перпекту и натяга, ведь сахалдан да иберана пардакта булзан ужимлат ма пулдара пархамрвали. Пиде бузактав выхотупса кильне жень, шагамбек нумай козыкла я была кала забаны жен, мажут пайбер кузыне ахай булзан ништада полезте жук, анжахта хали ибер пиде пуян булса дадымыр булезерим пешак виже передача гушинче анжаха мэнчухлеши не бельме булдардымыр чывашсемде мэндери терле енле булныне ибер хамыр гушпа хамыр курдымыр хамыр хылгаба хамыр илтримыр сиреоны жузем бул шармалашники аслылых шулезем ужаранда уже булса гана бычыр пурдешем улбапурны ислам забыдырчундан тавда бусире тусем азылдерзе хварат пар пирим бадраха нарабаян. История слухизен тухтаря, профессор Шаванбегех Самарды, социальная педагогика университечень, истории, философии, тенче культурин теорин, тогда и искусствен кафедра ердюжи. Чуваш республики, тогда сама роблачень, условсен давадивич лещень, Екатерина Андреевна Ягафова бульджа, эфир дати предель булычень, чибер. Таван Осхагал. Таван Осхагал.